Ребят, всем салам и всем алейкум, меня зовут Азамат Кадыров, и это Крым Фристайл. Мы находимся в спортивном комплексе «Газпром», где проходят самые крутые, жаркие матчи Суперлиги Кыргызстана. И сегодня мы не только будем снимать, но и потренируемся вместе с топовой командой Stilex. Поехали! Можешь мне дать, если что. Все, готов? Все, давай, удачи. Выходите, да? Хорошо, еще в динамике. Сейчас посмотрим, как делает Перл. Будем все повторять. Еба. Все правильно? Поспешил. Первый. Да. Сроты не хватило. Надо готовиться. Уже получше, да? Давно я пресс не качал. Да, сложно. Давай. А ну-ка. Ребята, пока Джойнта мучается, у меня к вам интерактив. Небольшой вопрос, конкурс. Если ответите правильно, то вам будут призы и подарки. Вопрос, будет ли завтра Джонни ходить на ногах? Или же он прям все, салам алейкум? Да или нет? Кто ответит правильно, тому будет какой-нибудь подарок, да? Потом что-то придумаем, формы или там гедры. Пишите комментарии. Ассаламу алейкум. Мен атым Рысбек, фамилиям Шекербеков. Бұл Stilex командасында башында тренердің башқы тренер болчумун, башкырчу. Азыр жаңы тренер келгенине байланыштуу мен уже администратор болуп. Жаңа ачылган, неге Stilex деп атап калгансыңар? Stilex деген сөзү эмне? Бұл негизи бұл сырттан Сайдылканов биздин президент менен чогуу ушул команданы түздүк. Негизи бир жаш балдар бар болчу, ошол убакта жаштар командасында футзал ойночу. Ошол Айдо, Азамат ошолорду чогултуп, спонсор издеп келип, ошо сырттанга жолугуп калып, ошо менен сүйлөшүп, анан команда түздүк. Ал өзү айткан, өзүңөр каалаган атты койгула деп. Анан как өзү бизге спонсор болуп берип аткандан кийин, бул өзүнүн фирмасы бар, Stilex деген. Ошонун атынан эле улантып кеттик да. Stilex бул металл деп эметилет да. Ошо. Командада канча игрок бар, канча тренер бар? Азыр Stilex командасында башында 18-20га чейин болчу. Акырындык менен кетип, азыр 14-15дей. 3 вратар бар, тренер вратар бар. Машыктыруучу бар өзүбүздүн. И жардамчысы болуп мен дагы жүрөм. Ошо. Машыктыруучу ошондо чет өлкөдөн келген, Машыктыруучу биздин Россиядан келген. Динамо Самарада тренировка кылган экен, КПРФте иштеген экен. Аябай таланттуу, өзү да ойногон экен футзалды сижилар менен. Вот, ошо. Станислав Ларионов, главный тренер команды Stilex. Вы, получается, с какой страны приехали? Из России. Из России. Вы до этого какой клуб тренировали до Stilex? Ну, непосредственно последний Динамо Самара, который прекратил свое существование сейчас по финансовому.
когда вы пришли, на каком уровне была наша команда, и сейчас есть какая-то разница, можете сказать? Не, ну есть разница, там просто совсем по-другому. У меня требования немножко другие, тактические, там схемы игровые, принципы немножко другие, нежели то, что раньше ребята играли. Ну, вот, и понятно, что команда немного другая, но еще далеко, так скажем, от того идеала, который, как бы, который, да, к которому мы стремимся. Ну, вообще в футболе нет предела совершенства, поэтому говорить, что вот это вот сейчас вот команда, допустим, играет вот так вот и все, и это неправильно. Всегда есть к чему стремиться. Сегодня у нас баттл с игроком Силекса. Как тебя зовут? Его зовут Мухаммед. Бьем по 3 удара. Кто больше забьет, тот и выиграл. Проверимся? Фристайл против Силекс. Поехали? Готовы? Let's go. Я не хочу первым, да? Вот это уберу? Да. Поехали. Оф. Минус. Один уже пролет. Второй минус. Хотя бы один гол будет. Нет, ни хера. Нет, не было. В линии вышло. Все, чувак, салам алейкум, мне кажется. Один гол и ты убит. Поехали. Ты уже проиграл. О, вытащил. Охренеть! 1-0. Блин. Че, чувак, в силе Джонни проиграл. Сейчас будет кроссбар челлендж, мы должны попасть вот 3 мяча и в перекладе, как вы сами знаете. Кто победит, сами скоро узнаете. Поехали. Нет. Так и считается? Там вроде было, не было, нет? Нет. Смотри. Мы поехали домой. Все, больше не будет. Все, давай. Просто они дома хозяина. Вперед, фристайл. На финал у вас какая подготовка? Что вы подготовили? Вот сегодня какую тренировку провели? Ну, сегодня была тактическая тренировка, там отрабатывали построения, различные как бы игровые ситуации, которые моделировали. Ну, вот, и она достаточно средней интенсивности была. Завтра, допустим, будет повыше интенсивность. Это была средняя, да? Ну, это средняя вообще абсолютно, это даже может ниже чуть среднего. Ну, тактическая тренировка больше на голову, там, так скажем, чтобы правильные действия, но без каких-то суперскоростей или там каких-то физических. Так, в начале тренировки немножко станции вот эти сделали, коротенькие, чтобы так чуть-чуть в тонус привести ноги. Вот, наверное, вы заметили то, что сегодня участвовал вот наш человек нашей команды Джонни. Как вы вот оцените? Вы, наверное, видели, заметили, что где слабо, что где лучше? Вообще по одной тренировке вообще не стоит оценивать никогда любого футболиста, даже там, я не знаю, там мастеровитого. Он может быть мастеровитый индивидуально, но в командную игру он там не встраивается или еще что-то. На это нужно время. Ну так видно, что с мячом там работает, как бы, но опять же таки, это все было без сопротивления, поэтому тяжело оценивать уровень футболиста, когда он делает без сопротивления. Без сопротивления фристайлеры жонглируют там по 1000, там, 2000 раз непонятными частями тела, но это не игровые ситуации, в игре таких мало происходит. Да, это техника, это работа с мячом, как там, но когда идет верховая передача, тебе нужно отдать в одно касание точно
с нужной силой, в нужную ногу сопернику, и когда тебя еще толкают, вот тогда это мастерство. Ну, это да. Сколько нужно простому футболисту из дворового футбола, чтобы из него сделать профессиональный футболист уровень футзала, вот, Суперлиги? Ну, я не знаю, это все зависит, во-первых, от данных футболиста, от его желания в первую очередь, ну, потому что даже не обладая, может, какими-то суперданными, за счет желания можно все равно вырасти в хорошего футболиста, может не в топового, но в хорошего. А сколько времени? Ну, допустим, я вот футболом с 6 лет занимаюсь. А в мини-футбол так получилось, я начал играть только в 22 года. До этого я в большой футбол играл. Ну, так у нас раньше в России как бы не было школ мини-футбола. Сейчас начали появляться именно, ребята приходят, они уже именно мини-футболисты. Ну, вот. А раньше такого не было, поэтому говорить, сколько времени надо, ну, тяжело сказать. Я говорю, все зависит от самого игрока, и от его желания, от его возможностей. У нас в народе, не в народе, а вот среди наших любительских футболистов говорят то, что мини-футбол, большой футбол особо-то не отличается по мини-футболу. То есть та же паса. Вот расскажите, вот вы, как профессионал, разница большого футбола и футзала. Ну, вы знаете, это вообще два разных вида спорта, по большому счету. Ну, и так, многие думают, мяч, ворота. Да, объединяет это, что мяч, ворота, но здесь маленькая площадка, очень важна быстрота принятия решения, работа с мячом, очень короткие действия все с мячом, потому что здесь не разбежаться. Вот, и здесь даже она больше, мини-футбол похож с хоккеем, где взрывная работа все время на челноках, скоростная, то есть такой дистанционной работы нету, как в большом футболе, где можно сделать рывок, а потом там где-то секунд 30-40, там, минуту вообще не участвовать в атаке, на другом половине поля находиться. Ну как, где-то там понятно, что он участвует, но не в тех режимах. Здесь такого нет, здесь там смена длится 3-3,5, там 4 минуты, это взрывная работа, это очень тяжелая. И я вам могу сказать, что я в мини-футбол играл с футболистами с большого футбола, причем уровня очень приличного, и они вообще не успевают думать, не в обиду им, они большие мастера, чемпионы России по большому футболу, но им тяжело. Да, ну вот. А вот мини-футболисту, тот, который там играл в большой, вот потом в мини, вот, допустим, я там приезжаю летом и играю там в большой футбол, там, ну вот, мне очень легко, потому что запас по времени очень большой, все далеко находятся, никаких проблем не вижу, что отдать какую-то передачу еще, если единственное, что нужно перестраиваться в плане функционального состояния, все-таки там другая работа немножко. С города Сан-Пауло. Да, Город да, Сан-Пауло. да. Ага, круто. Сколько тебе лет? Eu tenho 21 anos. 20 лет. 20 лет. Всего лишь 20 лет. Как ты попал в Кыргызстан и как ты попал именно в футбольную команду Стилекс? Eu cheguei aqui através do meu empresário, que é o Cirilo. Его сюда посоветовал его агент Сирила. E o que eu acho do Quirguistão foi uma oportunidade onde eu tive de mostrar meu trabalho fora do Brasil. Ну и он захотелось ему поработать где-то, кроме Бразилии, видать, мира и в другом чемпионате сыграть. И как ты думаешь, уровень Кыргызстана и вот Бразилии по мини-футболу? Velocidade, a força física e a jogabilidade. Ну, в Бразилии быстрее все, более техничные футболисты и более интенсивные. То есть я сейчас вижу и так динамичный футбол. То есть Бразилия играет еще динамичнее. Ну, он считает, что да. Он считает. No Brasil mais rápido o jogo? Sim, sim, bem mais rápido, bem mais dinâmico. Больше динамики в Бразилии. То есть для тебя здесь играет очень медленно. Aqui mais lento aqui para Brasil. Ah, não mais lento, é diferente a jogabilidade. Он говорит, ну, может, не медленно, но есть большая разница в игре. А в чем разница? Мы не так тренируемся или у нас не такие тренеры, или почему у нас медленно, а у вас... Outra mentalidade, né? Outra visão de jogo. Com a chegada do treinador Stas, melhorou a qualidade dos nossos treinos, onde a gente pôde evoluir mais e creio que o nosso time está melhor.
Он говорит, что там другой менталитет и вообще другое отношение к футболу. Но с той поры, как Станислав Анатольевич пришел, здесь динамика на тренировках значительно улучшилась, и команда стала гораздо лучше играть, по его мнению. Расскажи, как тебе Кыргызстан, сколько ты уже тут живешь, природа, культура, народ? O tempo, né, o clima é bem diferente. Na chegada deu como que eu posso dizer? No, tempo é quanto tempo? Ah, quanto tempo? Sim, quanto tempo você Ah, está aqui? estou aqui há 3 meses e alguns dias. Уже 3 месяца здесь. E que acha você para Кыргызстан? Ah, eu gostei, é bem diferente a cultura, culinária, a comida é um pouco diferente. Ему очень нравится, что он все-таки попал в другую культуру, и нравится другая еда, но это большой плюс, как и нравится местная еда тоже, и люди тоже nравятся. Финал. Какие прогнозы? Você acha para nosso final? Ah, eu quero e vou lutar por isso pra gente ser campeão, Steelix. Он надеется и сделает все для того, чтобы Стилик стал чемпионом. Стиликс постоянно играет в одном стиле или подстраивается на одну команду? Если у команды Ну, типа мы атака пытаемся, хорошая, значит плохая? нет, мы пытаемся отталкиваться от своей игры, но нюансы, то, что делает команда соперника, мы все равно стараемся проговаривать, разбирать с ребятами. Мгм. Какие прогнозы, какую тактику вы выбрали на финал? Да нет, это не секрет. Ну, я говорю, что современный футзал подразумевает это агрессивная работа в прессинге, постоянное давление на мяч, доигрывать со своими игроками, то есть такие требования, которые сейчас диктует современный мини-футбол. Мы их отрабатываем, на это акценты делаем и стараемся это на площадке. И какие слова на крысом вы уже выучили? Есть? Жигитер. Жигит? Жигитер, да? Жигитер, да, ребята, да, мужики. Да, Тогда можете наконец сказать, типа, Джигитер, всем удачи, Стиликс. Джигитер, всем удачи, Стиликс. Все, спасибо большое, удачи на финале.
Магомед